Сказка о фантазере. В одной деревне жила старушка. Она была очень бедной, и кроме одной курицы у нее не было никакого имущества. Эта курица каждый день несла по одному яйцу. Старушка собирала яйца в корзинку. У нее был сын, очень ленивый. Он совсем не работал, только ел и спал. Даже если бы на него град посыпался, он бы и тогда не захотел подняться с места. Однажды старушка сказала сыну: «Сынок, ты же видишь, как я сильно постарела. Мне уже трудно даже заработать на кусок хлеба. Настало время тебе подумать о том, как крутить колесо жизни. Посмотри, все мужчины чем-то заняты. Сеют хлопок, собирают урожай, ухаживают за садами, занимаются ремеслами или торговлей. А ты ничего не можешь делать. Ни профессии у тебя, ни дела. Уф, хотя бы займись торговлей. Может, хоть немного денег сможешь заработать, сынок». Сказав это, старушка вручила ему корзину с яйцами, чтобы он отнес ее на рынок и продал. Ленивец почесал затылок, затем нехотя взял корзину и пошел в сторону базара. Но на полпути почувствовал усталость и вялость. Он лег в тени большого чинара, поставил полную корзину с яйцами у своих ног, положил руки под голову, как подушку, закрыл глаза и ушел в мир фантазий. В этой корзине, наверное, не меньше 50 яиц. Я продам их и куплю одного петуха и несколько кур. Как только мои куры снесут 100 яиц, я подложу их под наседку. Из 100 яиц вылупятся 100 цыплят. Цыплята вырастут и начнут нестись. Вскоре я соберу минимум 5000 яиц и выведу из них 5000 цыплят. Потом эти цыплята вырастут и станут курами. 5000 кур. Я продам этих кур и на вырученные деньги куплю овец. 1000 овец. И овцы начнут рожать ягнят. Ягнята вырастут и тоже станут овцами. У меня будет целое стадо. Эти овцы тоже принесут потомство и вырастут. Я стану владельцем многих стад. Половину овец продам, а на эти деньги построю дворец, не хуже царского. А потом пошлю сватов к царской дочери. Царь, увидев мое богатство и славу, отдаст мне свою самую красивую дочь. Говорят, царевны самые красивые, но при этом и самые строптивые и гордые. Жить с гордой женщиной – дело нелегкое. Но я после свадьбы обязательно сломаю ее гордость и заставлю слушаться меня. А если не послушает, я вот так ее ногой ударю. В этот момент его нога наткнулась на что-то твердое, и он почувствовал сильную боль. Ой, что это было? Бедный мечтатель открыл глаза. И что же он увидел? Корзина откатилась на дорогу, и все яйца разбились. Ни одного целого яйца не осталось. Эта беда напомнила ему о матери, старенькой и одинокой. Сердце его сжалось от боли. С глазами полными слез и с пустыми руками он поднялся из-под дерева и тихо пошел дальше. На пути ему встретился старец. Увидев плачущего мальчика, он смягчил голос и спросил: «Сынок, что случилось? Почему ты плачешь?» Сквозь слезы мальчик рассказал: «Моя корзина с яйцами разбилась. У меня больше ничего нет». Сердце старика сжалось от жалости к нему. Он протянул мальчику скрипку, что держал в руках, и тихо сказал: «Вот мой подарок для тебя. Научись играть на скрипке. Она откроет для тебя дорогу к счастью и удаче». Сказав эти слова, старик исчезает, как тень в свете. Мальчик приходит в большой город. На окраине города был красивый лес и журчащая река. Каждый день он упражнялся в игре на скрипке под сенью деревьев и под успокаивающий шум воды. День за днем, месяц за месяцем, его музыка становилась все прекраснее. В конце концов, он стал знаменитым скрипачом. Первые его слушатели – это были лесные звери.
которые с удивлением собирались вокруг. Позже и горожане пленились его игрой, приглашали его на свадьбы и праздники. Так мальчик вскоре обрел благополучие и хорошую жизнь. Затем, с высоко поднятой головой и сердцем, полным любви, он вернулся в свою деревню и до конца своих дней остался опорой и помощником своей престарелой матери.